варзиши камонварӣ аз намудҳои маъруфу машҳур дар тоҷикистон аст. Агарчи баъди соҳиби истиқлолӣ ба дастовардҳои ноил нашудаем, аммо камонварони тоҷикистон дар мусобиқаҳои ҷаҳониву осиёӣ ширкат меварзанд. дар ин риштаи варзиш беҳтарин дастовардҳоро тоҷикистон дар солҳои то истиқлол соҳиб шудааст. танҳо зебунисо рустамову вадим шикарев ҷаҳонро бо тирпаронияшон ба ваҷд оварда буданд. дар бозиҳои ҳамбастагии осиё бо роберт нам, камонвари тоҷикистонӣ ки дар Кореяи ҷанубӣ ба ҳайси марди кор фаъолият мекунад, вохӯрдам ва иттифоқ афтод ки дар рӯзҳои бозиҳои ҳамбастагии исломӣ дар як хона маскан гирифтем. хеле барвақт ба машқу мусобиқа мерафт ва хеле дер ба меҳмонхона бармегашт. тақрибан якдигарро намедидем. мусобиқаҳо ҷамъбаст шуданд ва ба бахташ чемпиони ҷаҳон дар як баробар бо ӯ қуръакашӣ шуд ва дар қатори 10 камонвари беҳтарин ҷой гирифт. агар ин чемпион бо ӯ дар як гурӯҳ ҷойгир намешуд, шояд ба дастоварде ҳам муваффақ мегардид. камонварӣ ба кадом хотир ман гуфтам кам аст? Ба хотири он ки камонварӣ мусобиқаҳо хеле кам мегузаранд ва аз ин рӯ вақте ки мо дар Туркия ҳузур дорем, инҷо чанд нафар аз варзишгарони Тоҷикистон ҳам дар он иштирок карданд ва бо ман Роберт Нам, як нафар камонваре ки худро кореягӣ мегӯяд, аммо тоҷикистонӣ мехонад, дар як ҷо зиндагӣ мекард ва имрӯз ман бо ӯ суҳбат мекунам. хуб, хуш омадед шумо ба барномаи ман, Роберт, ва мехостам ки дар бораи худ ба бинандагони мо чизе бигӯед. Я родился в Душанбе. Изначально я начал заниматься стрельбой где-то это при Советском Союзе было, где-то 88-89 год, по-моему. Это я тренировался где-то года 2, наверное, 2,5, ну максимум где-то 2,5, пока вот у нас случилась, к сожалению, война. Вот с тех пор, как война случилась, в общем, пришлось, наш тренер, он уехал, у нас, сами понимаете, в Таджикистане война началась, и мы вынужден был, в общем, оставить стрельбу из лука и как решать свои житейские проблемы. И вот так получилось то, что пришлось как-то выживать, и получился такой шанс. Я поехал в Корею на заработки. Ну, как и все. Ну, мне повезло как больше, так как я кореец, и наши таджикские граждане уезжают на заработки как в Россию. Я как кореец, там вот, выдалась, как можно сказать, так удача. Корейское наше государство Корея, да. Ну, к себе вы поехали кореец, из Таджикистана поехал в Корею. Да, на заработки. На заработки. На заработки. Ну, как вас приняли? Ну, приняли, как и всех остальных иностранцев. Люди приветствуют, конечно, всех. Но когда дело касается работы, мы там как и во всех странах. Когда приезжаем в гости, то мы все... А когда уже начинаем работать, и мы как-то со всеми сливаемся, и отношения уже как-то немножко меняются, к сожалению. А кем работаете там? На стройке. На стройке работаете? Да, на стройке. Строите? Ну, как это нас Стройбат? Как у нас, как говорят, гастробайтер, да? Ну, я не строю, я занимаюсь внутренней отделкой, это, не знаю, гипсокартон, то, что связано с гипсокартоном, перегородкой стен и то, что связано с потолками. Это мой профиль. В общем, так я работаю. Вас приглашают в сборы Таджикистана по стрельбе из лука. Вам давно знаком стрельба из лука? Стрельба из лука, вот, как и говорил, мне она знакома с 88-89 года, примерно тогда. Но вот из-за войны мне пришлось все это бросить, и спустя где-то около, наверное, 25 лет, как я бросил, опять так получилось, то, что мне захотелось стрелять. Почему? Потому что я когда проезжал через речку, я увидел мишень, и вот это у меня все всплыло, я решил заново начать. Ну, как уже любитель, потому что совмещать работу на стройке и тренироваться как профессионал, это для меня тогда казалось невозможным. И вот я так начал, как просто в свое удовольствие, просто провождение своего времени. Сейчас вы, вообще наша команда заняла 6-е место. Это хорошо или плохо? Ну, для Таджикистана я хочу сказать то, что это
Конечно, хотелось бы завоевать медаль, но если, исходя из того, то, что в течение, наверное, вот я, если не соврать, может быть, 30 лет или, может быть, даже и больше, наш флаг Таджикистана, он никогда не поднимался выше, может быть, ну, 20-го места, вот если по международному это просмотреть рейтингу. Но 6-е место, я думаю, это неплохо. А вы часто ездите на соревнованиях? Это мои 4-е международные соревнования. 4-е. Ну, это, конечно, не хватает опыта, потому что соревнования обязательно нужен опыт в соревнованиях, потому что как бы ты на тренировке не стрелял как олимпийский чемпион, если у тебя нет соревнований, то это совсем другое. Работать в стройке, как вы находите время идти, заниматься, не знаю, подготовиться, типа такого? Ну, это как сказать, ну, обычный человек, ну, это тяжело, потому что, сами понимаете... Это хобби? Стройка? Нет, это стрелять. Поначалу это было хобби, но потом это меня затянуло. Почему? Потому что у меня появилась цель. А чтобы для достижения цели нужно отбросить все. Свое не хочу, свою усталость, свои прихоти какие-то. И поэтому вот эта цель, она меня, как это говорится... Тянула? Как бы меня подталкивает к тому, то, что не дает мне отдыхать. Потому что у меня есть цель, я должен к ней стремиться. А чтобы к ней стремиться, нужно время же для этого. А совмещать и работу, и тренировку остается только вечернее время. Только после работы и идти на тренировку, а утром опять на работу. То есть, все-таки вы найдете время, чтобы тренироваться? Обязательно, потому что человек, если... Главное желание, если он хочет чего-то добиться, он найдет, как бы он ни устал, он найдет для себя время. А это не мешает вам заработать, как вы говорите, вы гастробайтер в Корее? Ну, надо совмещать, потому что либо то, либо то. Если я не работаю, то я не могу приобрести для себя оборудование, которое необходимо, то есть, ну, лук, для того, чтобы соревноваться с другими спортсменами. Потому что стрелять из того, то, что попадется, и против сильных спортсменов, это очень большая разница. Это не угонишься за ними. Поэтому хотел спросить о вашем луке. Это очень дорогой, по-моему. Да, наша стрельба из лука, она является очень таким дорогим видом спорта и требует обновления, ежегодного обновления, потому что есть у нас рукоятка и плечи, и они изнашиваются очень при многочисленных выстрелах. Но из-за того, что очень большая цена, очень это все дорого, для Таджикистана это очень дорого, и поэтому очень трудно это приобрести. Это дорого, это сколько? Ну, одни вот эти вот, по-нашему это называется плечи, которые вот самое основное, это они стоят $1000. Угу. Это не считая то, что у нас еще и комплекты стрел, они очень тоже дорогие, их нужно тоже обновлять, потому что они когда бьются друг от друга, они тоже изнашиваются. И при малейшей трещине, с ними невозможно соревноваться. Поэтому их тоже нужно обновлять постоянно. Их стоимость, наверное, тоже всех заинтересует. Ну, если брать самое дешевое, если через дилеров, то можно, конечно, взять. Это будет стоить, я думаю, около $700-800, 12 стрел. Но этого тоже мало. Потому что корейские спортсмены, наверное, все знают, что стрельба из лука во всем мире, южнокорейские спортсмены, они являются лидерами. И они обновляют вот эти плечи, про которые говорил, в полгода один раз, и стрелы через каждые 3 месяца. То есть им приносят стрелы, и они оттуда выбирают, что им нужно. Вы много про стрелы говорили, про сколько стоят, а вот стрела, не стрела, а лук, это очень дорогой. $5000, наверное, или $10 000. Ну, не $10 000. Если взять из того, что стреляют самые ведущие спортсмены, я думаю, в полном комплекте лук и стрелы, и все обмундирование, оно где-то выходит около $5000. Но есть здесь один нюанс такой, то что на соревнованиях необходим не один лук, а именно 2. Потому что при поломке, если, допустим, что-то сломается, нам не дается времени дополнительного для ремонта. Раньше предоставлялось время, по-моему, 15 минут для починки, и можно было достреливать. А сейчас
правила изменились, и поэтому, если ты поломал лук, ты должен сразу брать второй и с него стрелять. То есть это, как говорят у нас, запасной лук, да? Он должен быть идентичным по весу, по килограммам, даже вплоть до цвета, потому что это все это влияет. То есть у каждого лучника должен быть два стрела. Два лука. Два идентичных лука. А вы с семьей там в Корее? Нет, я один. Вы один. Да. А семейный? Из-за моего спорта, в общем, так получилось то, что пришлось разойтись. Вот, давайте вернемся к этим играм. Многие из Сенегала, из Гана, из Ганы и других государств вас хорошо знают. Вы, наверное, поднимали рейтинг таджикских, не знаю, лучников в мире? Я про них не знаю то, что они меня знают. Может быть, они меня знают, потому что я не обращаю внимания, кто меня знает. И поэтому даже когда ко мне подходят и со мной здороваются, нужно поздороваться. Но может быть, они наблюдают за мной, потому что нравится, может быть, техника, может нравится мое оборудование. Может, из-за этого. Но вы говорили про рейтинг. Да, лучников Таджикистана сейчас, в данное время. В данный момент рейтинг Таджикистана, я скажу как. Это впервые я удивился очень. Это было в 2021 году. Были соревнования в Париже. Тогда когда мы стреляем, мы когда идем, у нас есть большой экран, да, и там высвечиваются сразу результаты, то есть онлайн результаты, кто на каком месте. Я даже не обращал как-то внимания и случайно посмотрел, и я оказался впереди. Не сказать тоже, что первым, но я начал со второй позиции. Все удивились, и даже они удивлялись, там были 3 буквы TGK. При Советском Союзе страны СНГ, они знают, что TGK это Таджикистан, а другие страны, они просто удивились, потому что никогда Таджикистан, он не поднимался на такой высокий уровень. И они стали спрашивать, TGK, что это за страна такая? Мне как-то стало приятно, потому что Таджикистан, он все-таки спустя очень долгие годы заговорили все-таки о Таджикистане. Я думаю, что успех любого вида спорта зависит от того, от подготовки. То есть нужно предоставлять спортсменам. Я сейчас не буду говорить про стрельбу из лука. Это, в общем, то, что спортсменов, это подготовка. То есть предоставлять все условия для тренировок, чтобы у спортсмена для достижения цели, для достижения успеха, для высоких результатов, у спортсмена не должна болеть голова о житейских проблемах. То есть не должно быть посторонних мыслей. Для чего? Для того, чтобы вся концентрация она была только устремлена для достижения цели и лишних ничего не мешало. خب باز چیز دیگر رو هم پرسیدنی هستم که شما در تاجیکستان کی بودید و کی اومدید؟ В Таджикистане я был, по-моему, сейчас я скажу. Это было... затрудняюсь сказать. Это был 19-й год, по-моему. 2019? 2019 год, по-моему, это был. А родственники в Таджикистане? Нет, к сожалению, они уже все скончались. Скончались? Да. А вы еще иногда приходите, это ваша родина? Я вынужден, во-первых, потому что у меня паспорт заканчивается. И, конечно, родина есть родина. خب سلامت باشید. من فکر میکنم که روبرت نمودی ورزشه که شما مشغول هستید این هم کمانوری است در تاجیکستان باز ریواج و رونق میگیرد چون که ما زیبلینسا رستمова داریم ما وادیم شیکریف داریم ما آنهایی رو داریم که آنها همیشه پرچم تاجیکستان رو بالا برداشتن و دسته شما هم در این کار موفق میگردد